Друзья, всем большущий привет! Сегодня сделаем полезную вещь вот из таких вот консервных банок. Процесс изготовления очень прост, но функциональность устройства вас приятно удивит. Итак, начнем. Примерно в 1 сантиметре от дна банки по кругу сверлим отверстие на 8. Вот так вот у меня получилось. Теперь возьму алюминиевую полосу шириной 1 сантиметр и разделю ее пополам. У меня получилось по 19 сантиметров. Затем разрезаю болгаркой. Далее посередине этих отрезков необходимо сделать пропилы наполовину ширины полосы. Пропилы дают возможность соединить полосы вместе. Далее понадобится еще одна банка такого же размера. Край банки необходимо загнуть гармошкой. Это делается очень просто. Теперь решетим дно банки сверлом на 8. Для дальнейшей работы понадобится парафин. У меня это свечки белого цвета без красителей. Их необходимо растопить, поэтому нарезаю кусочками и укладываю в банку, а после отправляю на печку. Пока парафин плавится, я нарежу полосы гофрокартона. Полосы должны быть немного меньше высоты банки, той, в которую мы их далее будем укладывать. Меньше должно быть где-то на пару миллиметров. Далее картон скручиваем в рулет, а затем помещаем в банку. Понадобится несколько шайб и фитилей от тех же самых свечек. Нарезаю фитиль и привязываю к шайбам. Далее укладываем все в банку. Шайбы помещаем на дно. Таких фитилей можно сделать хоть сколько. Я сделал 3. Парафин тем временем растопился, берем его и заливаем наш картон вместе с фитилями. Если бы мы не привязали фитили к шайбе, то фитили бы обязательно всплыли. После застывания парафина получился очень долгоиграющий источник тепла и света. Другими словами, почти вечная свеча. У одного моего знакомого подобная свеча прослужила 5 лет. Пользовался он ей для обогрева палатки в зимнее время на рыбалке. Парафин застыл, теперь можно обрезать излишки фитиля. Друзья, самоделка полностью готова. Многие люди, наверное, уже догадались, что получилась такая вот незамысловатая приспособа для обогрева палатки 2 в 1. С помощью нее можно согреться и приготовить себе перекусить. К примеру, пожарить яйца. С этой задачей она справляется великолепно. Это я вам далее продемонстрирую. Вот в эксплуатацию очень простой. Помещаем источник энергии на дно банки, затем поджигаем. Если вы захотели вскипятить чайку или приготовить что-нибудь перекусить, то просто из комплекта берем пластины, соединяем и устанавливаем в прорези на банке. Все, плитка готова. Можно ставить сверху посуду и готовить. Если нужен обогреватель, то убираем пластины и устанавливаем вторую банку сверху. Благодаря гармошке по краю банки все входит друг в друга просто великолепно. Температура просто жесть. При свете можно подумать, что печка не работает. Но это не так. Сняв теплообменник, видно, что все работает исправно. Итак, давайте проведем тест с приготовлением яиц. И пока сковорода нагревается, я вам покажу, как сделать еще один долгоиграющий источник энергии. Итак, для еще одной горелки нам понадобится консервная банка и свечка. Зажигаем свечку и накапаем парафин на дно банки. Затем фиксируем свечу в этом парафине. Ну а далее заполняем банку растительным маслом.
таком исполнении свеча будет гореть в 10 раз дольше. Это проверено неоднократно. Сковорода тем временем уже достаточно нагрелась. Давайте разобьем пару яиц. Все хорошо, печка работает, яички жарятся. Согласитесь, ведь намного лучше, сидя в палатке, приготовить себе именно так обед или подогреть чаек. Можно, конечно, в контейнере взять обед, но сидя в палатке и слушая скворчание яиц и улавливая запах готовящейся еды, по-моему, намного лучше. Аппетит усиливается в несколько раз. Плюс приятный бонус, тебе тепло и комфортно. Чуть не забыл важный момент. При изготовлении горелки с гофрокартоном проследите, чтобы картон был полностью утоплен в парафине, иначе горелка будет коптить. А вообще горелки с использованием парафина очень актуальны в сегодняшнее время, так как для спиртовых горелок этиловый спирт попросту не найти. В свободной продаже его нет, а свечи есть всегда в продаже. После использования наша печка легко собирается для транспортировки. Друзья, вот такая вот примитивная, но очень функциональная самоделка у нас получилась. Из вас кто-нибудь пользовался подобным чем-то? Поделитесь, пожалуйста, мнением в комментариях. На этом я заканчиваю этот выпуск. Если понравилось, поддержите